Здравствуйте, меня зовут Тимур, и я являюсь тренером по математике Республиканского образовательного центра I+. По итогам прошлого урока вы должны были написать срез. Итак, рассмотрим некоторые задания данного среза. Итак, седьмое задание. 39% какого числа равно 4,1 Напомним, чтобы установить число по его проценту, нужно число поделить на процент. Давайте число переведем в неправильную дробь. Это будет 13 третьих. И поделим на процент, переведенный в дробь. Сделаем умножение. Тем самым перевернем вторую дробь. 13 и 39 можно сократить по 13. Здесь остается тройка, и мы получаем 100/9. Или же 11,1. Девятое задание. Число возвели в квадрат, и 90% этого числа равно 72,9. Найти исходное число. Итак, мы 72,9 делим на 90%. Или же 90 сотых. 72,9 получается. Умножаем на 100. И делим на 90. Давайте запятую берем. Тем самым компенсируем этот 0. 90 сократим. И теперь 729 поделить на 9 будет 81. Но исходное число возвели в квадрат, и это процент от квадрата. То есть квадрат этого числа равно 81. Значит, это число само равно 9. И десятое задание. 30% от половины некоторого числа равно 39. Какое это число? Найдем 100% этого числа. 39 делим на 0,3. Получаем 130. Но это половина некоторого числа. Значит, умножаем на 2. И получаем 260. Исходное число 260. Итак, рассмотрим некоторые задачи из домашнего задания. Первое задание. 27% от числа составляет 2,97. Найти исходное число. Давайте переведем сразу в неправильную дробь. 297 сотых мы делим на 27%. Или же 27 сотых. Можно перевести в умножение. Тогда получается 297 делить на 100. Мы умножаем на 100 27. 100 сокращается. И 297 поделить на 27 будет 11. Ответ первого задания. Второе задание. 5% от какого-то числа составляет 1/40. Нужно найти исходное число. Делаем так же. 1/40 делим на 5%. Это будет 5 сотых, либо же 1/20. Можно сразу умножить на 21. 40 и 20 сокращается, остается 1/2. Это наш ответ на второе задание. И третье задание. 30% от числа составляет 0,7812 десятитысячных. Нужно найти исходное число. Запишем это число в виде неправильной дроби. И поделим на 30%. Или же 0,3. Ну или же сразу напишем умножить на 10 третьих. 0,1 можно сократить. 7812 поделить на 3 будет 2604. И внизу 1000. 2604 поделить на 1000 будет 2,604 тысячных. Итак, сегодняшняя наша тема — это та же самая тема, что была в прошлый раз, но только уже на примере решения текстовых задач. Напомним, чтобы найти число по известному его проценту, нужно процентную долю разделить на значение процента. Причем значение процента перевести в число. Рассмотрим на примере первой задачи. Бигджан прошел расстояние в 12 километров. Если это 75% всего пути, то чему равен весь путь? Прошел он 12 километров. Весь путь неизвестно, но известно, что 12 километров это 75% от всего пути. Давайте изобразим это, как выглядит на рисунке. Так, вот весь отрезок. Это наши 100%. А Бигджан прошел только 75%. Нам, получается, нужно найти весь путь. Можно это сделать таким образом. 12 мы делим на значение процента в виде дроби. Переворачиваем вторую дробь, получаем 12 умножить на 100, делить на 75. 100 и 75 можно сократить по 25. Сверху останется четверка, снизу будет тройка. 12 поделить на 3 будет 4. 4 умножить на 4 это 16. То есть весь путь равен 16 километрам.
Итак, второе задание. Сахарная свекла на 17% состоит из сахара. Сколько килограммов сахарной свеклы надо, чтобы получить 204 килограмма сахара? Сахара у нас 204 килограмма. Свеклу мы не знаем. Но мы знаем, что 17% от свеклы это и есть сахар. Для решения этой задачи мы 204 делим на 17 сотых. И это равно 204 умножить на 100 поделить на 17. Если 204 поделить на 17, то будет 12. 12 умножить на 100 – 1200. Чтобы получить 204 килограмма сахара, необходимо взять 1200 килограммов сахарной свеклы. Сейчас на экране появятся задачи, и попробуйте их выполнить самостоятельно. Нажмите на паузу. Итак, третье задание. В равнобедренном треугольнике основание равно 10 см, и это 12,5% от его бедренной стороны, чему равны другие стороны. Равнобедренный треугольник назван так, потому что его боковые стороны равны. Нижняя сторона – это основание, и оно равно 10 см. И это как раз таки 12% от боковой стороны. Тогда боковая сторона будет равна 10 см мы делим на 12,5%. И переводим в запись в виде дроби. Получается 10 мы умножаем на то и делим на 12,5. Давайте умножим вверх и низ еще на 10, чтобы здесь не было запятой. Тогда 1000 делить на 125 будет 8. 8 умножить на 10 – 80. Получается, что боковые стороны равны по 80 сантиметров. Четвертое задание. На заводе работают 175 женщин, и это 35% от всех работников завода. Итак, 175 делим на 35 сотых. Или же 175 умножается на 100, делится на 35. Давайте сократим 100 и 35 по 5. От 100 остается 20. От 35 остается 7. 175 делить на 7 будет 25. 25 умножить на 20 получается 500. В общем, на заводе работает 500 человек. Пятое задание. Если мы стоимость книги понизили на 37%, то мы можем узнать, сколько процентов от изначальной стоимости составляет книга сейчас. То есть 100% минус 37% мы снизили, то получается 63%. И 63% это как раз таки 189 тенге. То есть мы 189 делим на 63 сотых. Или же 189 умножить на 100 и делить на 63. 189 поделить на 63 будет 3. 3 умножить на 100 – 300. 300 тенге – это изначальная стоимость книги. Итак, шестое задание. Ширина прямоугольника равна 6 см, и это 30% от его длины. Найти периметр прямоугольника. Итак, есть прямоугольник. Ширина 6 см, и это 30% от его длины. Давайте найдем длину. Для этого 6 см мы делим на значение процента. Сразу перейдем процент в дробь. 30 сотых. 0 можно сократить. Получается 6 мы умножаем на 10 третьих. 6 делить на 3 будет 2. 2 умножить на 10 – 20. Получается, что длина равна 20 сантиметров. А теперь найдем его периметр. Периметр равно 2 умножить на сумму двух сторон. Это 6 сантиметров плюс 20 сантиметров. 6 плюс 20 будет 26 и умножить на 2 – 52 сантиметра. И это наш периметр. Седьмое задание. Шофер, работая 6 дней, доставил 72 тонны и перевыполнил свой план на 50%. На сколько тонн больше пшеницы доставил шофер каждый день? 72 тонны он доставил за 6 дней. Это больше на 50%, чем он должен был. То есть это 150%. Давайте найдем, сколько будет 100%. То есть сколько должен был он доставлять. Для этого мы 72 делим на значение процента, в виде числа или дроби. 150 и 100 можно разделить по 50. Сверху остается тройка, снизу двойка. Теперь 72 умножить на перевернутое значение дроби, 2/3. 72 поделить на 3 будет 24. И умножить на 2 будет 48. То есть он должен был доставлять 48 тонн за 6 дней.
Давайте найдем, сколько он должен был доставлять за один день и сколько он доставил на самом деле за один день. Должен был он доставлять за один день 48 делить на 6. Он доставил 48 тонн за 6 дней. Это получается 8 тонн. В день он должен был доставлять 72 тонны, делим на 6 и получаем 12. Это сколько он на самом деле доставил. И тогда получается, что он доставлял на 4 тонны больше, потому что 12 минус 8 это 4. И это наш ответ. Наш урок подошел к концу. Я уверен, что тема была понятна. Выполняйте домашнее задание правильно. Всем удачи, всем пока.